Вначале правительство решило кадровый вопрос. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, археологии и этнологии АГУ, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Сослан Салакая был утвержден на должность директора государственного научного учреждения научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Ранее центр возглавлял кандидат филологических наук Василий Авицба. Ушедшим с этой должности Василием Шамоновичем Авицба проделана большая работа и всем коллективам в этом направлении. Надеюсь, вы продолжите. Шизлага за узду и на Шукдзот, и на Угдзот у вас Харахгуяна год. Кабмин принял постановление о проекте плана графика мероприятий по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства между Государственным комитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору Абхазии, Министерством промышленности и торговли России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России. Документ представил руководитель госстандарта Галус Трапезанян. Все министерства, ведомства дали свои заключения по вопросу, и никаких замечаний нет, У нас ведется работа, соответствующая с российской стороны, проводили видеоконференции по этим вопросам, так что у нас вопросов нет. Галус Трапезанян также представил проект об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору и размера ассигнований на его содержание на 2021 год. В связи с тем, что вопрос возникал о том, что в 2020 году по незаконному потреблению электроэнергии, борьба незаконной вид деятельности, увеличился расходная часть государственного госстандарта. И мы в сегодняшний день, 2022 год, переходим с долгами. Неведомственной охране, долгами. У нас сумма получается годовая. Мы не знаем, сколько это будет продлеваться, и потому точно конкретную сумму мы назвать не можем, но предположительно мы дали смету. В связи с тем, что неведомственная охрана, непосредственно Абхазсвязь, они ежеквартально, ежемесячно требуют от нас финансов. У нас не предусмотрено в бюджете госстандарта этой суммы. Мы обращаемся в Министерство финансов в связи с тем, что было дополнительно в ноябре месяце, и мы оплатили минусом на 420 тысяч, у нас долг перед неведомственной охраной. Сейчас справедливо говорить, за ноябрь-декабрь есть задолженность, мы не можем заранее отслеживать какие-то позиции, на какие суммы это будет задолженность. Обязательства, они такие скользящие в этом смысле, как говорится, поэтому полагаю, что в первой декаде следующего месяца эти обязательства будут обеспечены финансированием. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо подвел итоги целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Одобрено более 90 проектов на сумму 71 миллион, из них реализовано 76 на сумму 66 миллионов 693 тысячи рублей. Если бюджет будет принят с учетом 100 миллионов на развитие сельского хозяйства и программа будет принята, то она будет выглядит таким образом. Эти 100 миллионов будут распределены на развитие растениеводства, закладка однолетних, многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах. 30 миллионов. То есть у нас соискатели выращивания грибов для реализации на местном рынке появились, поэтому мы просто сюда включили и эту позицию. Дальше развитие животноводства, 10 миллионов рублей, это приобретение племенного комбинированного типа породы крупного рогатого скота. Далее, развитие рыбной отрасли составляет 5 миллионов, приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей болезней 10 миллионов. Создание и развитие производственно-технической базы, это небольшие производства, небольшие цеха по переработке, составляют 30 миллионов рублей. Приобретение запасных частей для нужд машинно-технологических станций 5 миллионов рублей,
приобретение средств малой механизации. 10 миллионов – это вот те, кто будет участвовать в наших проектах, то, чего мы не имели права по программе в текущем году, приобретает какую-то небольшую технику в виде мотоблоков, то, что необходимо для программы. То есть мы учли все те недоработки, за счет чего нам приходилось очень много изменений вводить в программу. Каждый раз нужно исключить вообще возможность нецелевого расходования этих средств и тем более получения их, скажу так, в жульнических целях. И такое было. Получали эти деньги на руки, и через какое-то время исчезали и они, исчезали деньги. Мне докладывал несколько раз первый вице-премьер о той практике, которую они обеспечили. Фактически, также, Беслан Цивович, финансы, разные суммы, они не попадали в руки соискателей, верно? Мы осуществляли эти работы и предлагали соискателям продолжить. Ну, в новом году, наверное, мы подведем итоги работы комиссии этой, да, за 2021 год. И тем самым это означает, что мы утверждаем новую программу на 2022 год. Правительство единогласно приняло проект меморандума о сотрудничестве в сферах внедрения единых технологий и программных продуктов в области цифровизации экономики, цифровых решений в сфере промышленности и торговли, обеспечивающих межотраслевую интеграцию предприятий в условиях проектирования, производства и реализации продукции между Министерством экономики Республики Абхазия и Министерством промышленности и торговли России. Данный проект вносится в соответствии с указом президента об утверждении положений подготовки международных актов Республики Абхазия, не являющихся международными договорами, и в рамках утвержденной в 2020 году программы гармонизации. Это один из пунктов этой программы. Прошу поддержать. Проект предварительно был согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Все понимают актуальность и необходимость принятия данного решения. Кристина Узган также рассказала о инвестпрограмме на 2022-2025 годы. Основные направления программы и бюджетных инвестиций – это повышение заработной платы работников бюджетной сферы и создание благоприятных условий для развития экономики, подчеркнула Узган. Первое – снятие ограничителей, которые на сегодняшний день сдерживают экономику. Это и мероприятия, значит, по улучшению законодательной базы, снятие инфраструктурных ограничений и, соответственно, так можно будет, наверное, выразиться, может быть, не совсем красиво, но тем не менее легализация тех доходов, которые сегодня фактически не отражаются в, значит, отчетности, которая направляется в соответствующие надзорные органы. Это улучшение уровня администрирования налогов и, значит, соответственно, реально выплачиваемые заработные платы. Вот эти те направления, которые, на наш взгляд, сегодня должны быть нами активно поддержаны и должны реализовываться в этот период. Это позволит нам, безусловно, увеличить доходы бюджета Республики Абхазия. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия рассказал, что с начала пандемии идет процесс выдачи книг для всех общеобразовательных учреждений. Раздают учебники 1-7 классов. Работа в этом направлении будет вестись и во время каникул, добавил министр. Также хотел бы подчеркнуть, да, вот вопрос, надеюсь, согласуют и с руководством, и с Министерством финансов, вопрос хранения. Соответственно, нам, как мы понимаем, нужно действительно эффективно этот вопрос организовывать, и есть потребность склада, да, который будет при Министерстве просвещения, который будет теплый, сухой, да, организован на современном уровне, чтобы этот вопрос мы в дальнейшем могли решать оперативно. Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Абхазии и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении. На заседании Кабинета министров была утверждена межведомственная целевая программа на 2022 год «Развитие демографии». Семья, в которой родится 3-й и последующий ребенок, получит 100 000 рублей. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение.